Друзья, всем большой привет! 1 февраля у нас на календаре. Наша Нивушка, наш ураган, туманчик. Едем, друзья, наконец-то едем. По большому счету едем открывать зимний сезон. Да-да, 1 февраля, а мы только открываем зимний сезон. Почему? Потому что весь январь мы балдели в санатории. Приехали 3 дня назад. По плану должен был выехать вчера, но, как мы видим, вот здесь стояла Нива, здесь стоял ураган, здесь стоял прицеп. Все было завалено снегом, это все надо было очистить. В итоге обнаружилось, что 3 колеса полностью сели на обод. Пришлось ездить в шиномонтаж, поставить камеры. Ночь простояла, вроде все нормально. Так что выезжаем на пару ночей. Не знаю, что у нас получится с рыбалкой, потому что, по слухам, дороги к реке не пробиты, придется пробиваться. Но, я так думаю, без особого груза должны пробиться, ураган должен вывести. Хотя взял самое необходимое, но, как обычно, вон у нас получилось так, что опять полная загрузка. Ну, ничего страшного. Все, друзья, все, уезжаем. За бортом температура минус 6 градусов. Стоит теплынь. Морозов пока нет. Я так думаю, очень много воды будет на реке. Ну, надо начинать. Пора уже, пора. Февраль. Мы с спокойным Саньком уже начинали 15 января рыбалку. А сейчас уже февраль. Так что получится, то получится. Поехали. Да, Туман? Тебя не берем, тебя могут волки съесть. Погнали. Так, друзья, короткое включение. В общем, пробиваем дорогу. Как мы видим, дорога полностью целяк. Никто в этом году даже не проезжал, не приходил. В общем, дикий мир. Видел только вот куропатки ходят, зайцы бегают. Несколько лосиных переходов было. Тяжело урагану. Снег глубокий. Начал валиться вообще капитально. Корыто вроде бы и не тяжелое, но все равно оно имеет вес и не дает урагану разогнаться. Так что принял решение топтануть дорогу хотя бы до избы, и потом вернемся за санями. Где-то примерно пол дороги проехал. Мне кажется, сейчас просто лучше 2 раза прокатиться туда-обратно, топтануть, чем идти в натяг, в нагрузку. Тяжело. Могу просто вкладыши вариатора спалить, да и ремень спалить могу. Лучше идти налегке. Все. Так что отцепляем. И дальше будем ехать без саней. Вон. Голимый пухляк. Вот он. Он вроде бы и не глубокий. По помидоры. Но валится до дна. И урагану вон тяжело. Он просто гребет. Ехать и снимать смысла нет. Да и не до съемок, просто завихрение обалденное. Все. Попробуем без корыта, топтанем. А там видно будет. Погнали. Ну что, пробуем без саней. О! Без саней веселее пошло. Другое дело. Несмотря на то, что сам буксировщик нагружен, в кофре около 100 килограмм, наверное, весу. Ну и в корыте, в толкаче тоже килограмм, наверное, 25-30. Ну и я сам соточку с одеждой, даже больше.
Без одежды сотку считай. И вот без саней он едет. Валится до дна, но едет. О, после меня остается глубокая колея. Останавливаться не буду показывать. На обратном пути, как за санями поедем, покажу. Просто если остановлюсь, потом тяжело будет трогаться. Вон. Вот что значит пробивать дорогу. Вот так вот мы и пробиваем, пухляки, дорогу. Толкач тяжелый, набился тоже. Да и в кофре тоже очень много веса, это тоже давит, получается. Были бы вообще полностью налегке, может быть, проще было ехать. Ну ничего, не впервой, проедем. Вот так вот. Все. На глиссер встали, поехали. Ну вот, наконец-то мы и доехали. Вот она, избушечка. Здравствуй. Пока не будем заходить, сразу поедем за санями, привезем сани, а потом уже все остальное. Сказать, что это было тяжело, это ничего не сказать. Пробивать дорогу — это всегда тяжело. День заезда, он всегда тяжелый. А самое тяжелое еще у нас впереди. Это пробить дорогу к реке. Тут крутой спуск с деревьями. В общем, надо будет искать обходные пути, где-то что-то, чтобы найти дорогу к реке. И это все надо сделать сегодня. Не знаю, успеем ли сегодня порыбачить. Но наша основная задача на сегодня — это пробить дорогу до реки. Все, поехали за корытом, за санями. Так, ну а теперь давайте посмотрим, с какой легкостью ураган проедет уже по протоптанной дорожке, где я проехал. Вот, как мы видим, проваливается он примерно сантиметров на 40, где-то полметра примерно. Вот такая колея получается, тоннель вот такой. И теперь по этому тоннелю мы должны, по идее, с легкостью проехать. О, вообще без напряга. Все, дорога до избы, считай, пробита. Сейчас еще туда-сюда прокатимся, привезем сани. И вообще будет натоптанная тропинка уже. Весной по талому снегу намного проще пробивать дорогу. А по такому пухляку, я так думаю, не каждая техника проедет. Длиннобазный буран, да, может быть, но коротыш, скорее всего, будет валиться и вставать на задницу свечкой. Или только ходом, где есть место разогнаться. А где надо будет остановиться и стартовать, он обязательно зароется. Ну все,
Дорога пробита до избы. Осталось пробить дорогу до речки, и все будет хорошо. Ну вот, друзья, доехать-то мы с Божьей помощью доехали до избы. Сейчас посмотрим время, сколько времени. Время уже 13:23. Это получается, выехал я с дому часиков 7. Так что не так-то и долго я ехал. Но радость достигнутого пропала. В общем, пропала. У нас поломка, друзья. Вот такая вот неприятная поломка. Разлетелся подшипник у катка. Все-таки езда по воде дает о себе знать. Расхерачила полностью подшипник. И теперь надо будет смотреть. Если я взял подшипник, то может быть как-нибудь получится мне его поменять. Потому что этот подшипник я уже менял. Не так-то и просто выковыривать подшипник без съемника. А съемник я заказывал на Вальбересе. Но 100% я помню. В общем, я оставил его дома. Я его не взял. И не знаю, как быть. В общем, ладно. Сейчас зайдем в избу. Попьем чайковского. И будем тормошить рюкзак. Если найду подшипник, хорошо, будем пробовать ремонтировать. Если не нахожу подшипник, то все оставляем здесь. Берем только ствол и едем обратно домой за подшипником, за съемником. В общем, бывает и такое. Ладно. Пока все печально. Но в любом случае, избушка, здравствуй. Дорогу мы к тебе пробили. Да, с небольшими потерями, но дорога пробита. Сейчас будем думать, что делать. Конечно, столько весу, блин. Тяжеленный рюкзак. Ящик, ключи, запчасти. Но запчасти это, конечно, нужное дело. Так, ну что, пойдем сначала первым делом поздороваемся с избушечкой. Дрова есть на растопку. Уже хорошо. Ну, здравствуй, избушечка. Почти года. Как мы отсюда уехали. Слава богу. Все чин-чинарем. Матрасы повесили. Дрова на растопку есть. Есть также и береза. Веничек. В общем, все как и полагается. Чистота, порядок. Будем уезжать, оставим все так же. Или даже немного получше. Вот как-то вот так должна выглядеть избушка после каждого посетителя. Сейчас растопим печь, потому что, мне кажется,
При любом раскладе нам сегодня придется здесь ночевать. Обратная дорога, даже если не отремонтировал, у нас буксировщик не выдержит, мы полностью уничтожим этот каток. Ребята созванивались с ребятами, они завтра должны были выехать на рыбалку. Возможно, они заедут сюда. Если они заедут сюда, я с ними выеду до машины, съезжу домой за запчастями и завтра приеду обратно. Это на лыжах, естественно. Это самый худший вариант, лучший вариант. А самый худший — это придется и туда, и обратно идти на лыжах. Но есть вариант еще получше, если я найду подшипник, если у меня получится поменять сегодня, то завтра, возможно, мы выедем на рыбалку. Так, ну а пока раздеваемся, растапливаем печь, попьем чай и будем думать, что дальше делать. Настроение немножко упало. Добрались — это хорошо, но то, что поломались, это плохо. Не, что не говори, все равно в лесу прекрасно. Даже несмотря на поломку, все равно здорово. Наконец-то я выбрался. Наконец-то я добрался до избы, до лесной реки. Но если добрался, значит, мы порыбачим. Если не на технике, то на лыжах. Ходили же раньше на лыжах и нормально ловили. Так что вспомним молодость. Будем заниматься трудовой рыбалкой. Все печальнее, чем я думал. Пересмотрел все свои запчасти, все свои ключи. Подшипники я не взял. 2 подшипника у меня в запасе есть. Есть съемник. И есть разжиматель стопорных колец и сжиматель стопорных колец. Все это я заказывал. Но все это оставил дома. Перед выездом собирался, вспомнил, пошел в ту комнату, где лежат подшипники, чем-то отвлекся и забыл, не взял. И как закон подлости, подшипник полетел в тот момент, когда у меня его нечем заменить. Так, ну что делать? Делать нечего. Возвращаться сейчас смысла нет. Разбирать я букс тоже не буду. Сейчас перекушу, попью чайковского. У нас светового дня осталось где-то час. И схожу все-таки до реки. Посмотрю состояние реки. Посмотрим вместе с вами. Пробурю хотя бы пару лунок, закину удочки. Принесу воды. И будем готовиться к ночлегу. Утро вечера мудренее. Будем надеяться, что Диман с Василием поедут не на озеро, куда они собирались, а увидев мою машину, все-таки приедут сюда, ко мне. Это решит многие проблемы. Мы вместе порыбачим и вместе с ними
Я доеду до машины, а там уже на машине доберусь до дому, возьму запчасти, возьму ключи, приеду сюда, приду на лыжах и будем рыбачить дальше. Вот такие вот планы. Планы минимум, планы максимум. Если же ребята не подъедут, то будем выдвигаться пешком. Это около 15 километров до машины на лыжах. Но по Буранке ничего, нормально. Прогуляемся налегке. Все, пьем чай. Идем топтать тропинку к речке. Вот, немножко перекусили. Возьмем чайник, ледобур, пишню обязательно, удочки. И попробуем пока здесь напрямую пробить дорогу, тропинку. Печка топится. Избушечка потихонечку нагревается. Поднимается ветер. О! Приключения только начинаются. А снегу по помидоры. Так, где мы прошлый год-то ездили? Так, здесь мы ездили, здесь. Да, прошлый год здесь была уже тропинка. Ну, в принципе, если вниз проехать на нормальном снегоходе, не на таком поломанном, а нормально, оно за ночь утрамбуется, и можно будет уже ездить. Ну, пока как-то вот так. По пояс в снегу. Да. Под горку-то мы пойдем. Как будем горку подниматься, я не знаю. Как? Так же. Как туда, так и обратно. Ладно. Там внизу где-то река. Крутой спуск. А потом будет крутой подъем. Но до реки мы сегодня точно доберемся. Да. Вот так вот. Бывает и такая рыбалка. Подходим к реке. Не знаю, как я буду подниматься. Тут уже не по помидоры. Снега тут уже по пояс. Фу. Есть кое-какие изменения по реке. Вон небольшой завальчик появился. Прошлый год здесь было чисто. Мы здесь выскакивали на снегоходе. В этом году не знаю, как что у нас получится. И получится ли вообще что-нибудь. Придется где-то искать объездные пути. Где-то там, наверное, придется искать, где более-менее пологий берег в объезд. Так, ну главное сейчас здесь не провалиться, потому что если я здесь провалюсь, вон по пояс, я уже здесь точно не выйду. Ну, вроде как бы лед. Вроде как бы лед.
О, вода. Наледь. Наледь. Что и, в принципе, это ожидаемо вообще-то было. Но урагана слой снега выдержит. Главное добраться до реки. В смысле, на снегоходе. Ну вот. Вот, друзья, мы и на реке. С дипломатами. Добрались. Не знаю, что будет дальше, как будет дальше. Главное, мы уже на реке. Как мы видим, волков меньше не стало в этом году. Просто волчьи тропы. Старые следы, свежие следы. Просто исходили. Они здесь живут не в первый год уже. Мы с вами их следы, вернее, видели уже не раз. Видать, эта семейка так здесь и пасется. Ну вот, в принципе, добрались. Если никто не подъедет, то на завтра фронт работы. Вот окрестности избы будем обуривать, смотреть, проверять. Ну а коль уже добрались, давайте же пробурим пару лунок и закинем удочку, проверим, есть в этом году рыба на реке или ее нет. Поехали. До реки мы дошли. Ой, мама. Ни хрена себе, провалился. Так, смотрим толщину льда. Лед есть. Ну, здесь, в принципе, ямка. Лед есть, и лед не маленький. О, вот это мы пробурились удачно. Прямо возле коряги. Так, первая лунка готова. Так, ну вот. Вот такая вот оснастка у меня. Мормышка. Это подарок Павла Осколкова. Паша, спасибо большое тебе. Сейчас будем пробовать. Написал, что все мормышки ручной работы. Это бананчик у нас. И вот такой вот муравей. Это я не помню. Или у Иринки Барановой, или у Василия Чупина. Я уже запутался в подарках. Вот. Ну. И пробуем. Так. Первая лунка. Первая заброшенная мормышка 2024 года и вообще по большому счету зимнего сезона. Но удара сразу не последовало. Не знаю, хорошо это или плохо. В общем, пытался пробуриться здесь. Попал на бревно. Пытался ниже, попал на бревно. Но 3 луночки приготовил. Сейчас буквально по 1-2 минутки попробуем. Все-таки интересно, клюнет что-нибудь сегодня, не клюнет. В принципе, верхняя корочка местами держит, местами проваливаюсь. Но если так будет по всей реке, то на снегоходе должно держать. На урагане. Вот здесь я проваливался. Но
Даже на лыжах бы я уже прошел. Вот здесь тоже попал на бревно. А вот эти 3 луночки чистые. Там тоже снизу завал образовался. Каждый год закидывает и закидывает бревнами. Так, здесь у нас глубина есть. Если есть глубина, значит есть где плавать рыбе. Так что сегодня много порыбачить уже не успеем. А на завтра у нас фронт работы есть. Жаль, конечно, что сломался подшипник на урагане. Далеко уехать не сможем. Но поблизости попробуем порыбачить. Пока тишина. В принципе, если бы Хариус здесь стоял, я так думаю, он бы уже показал себя. Хотя не факт. Ладно. Завтра есть у меня камера Калипсо. Завтра посмотрим подводный мир этой речки с помощью камеры Калипсо. Пока тишина. Тишина, тишина. Так, ну что, пока тихо. До первой поклевки. Если что, сразу сделаем включение. Так. Начинает темнеть потихоньку. Проверил лунок 15 где-то. Ни одной поклевки. Внизу завал. Пошел вверх, и вон что наблюдаю. Не знаю, видно, не видно. Волчьи следы. Там лунка, видать. Бобр или выдра. И вот кровь на снегу. Уже кого-то волки съели. Или бобра, или выдру. Одно из двух. Так. Здесь надо быть аккуратнее. Так, вот попробуем. Здесь вот пологий берег. Попробуем здесь где-нибудь найти дорогу к избе между завалами, между деревьями. Или сегодня вечером с фонариком, или завтра днем. Короче, а пока не стемнело, давайте попробуем все-таки что-нибудь да поймать, если получится, для начала. Так, здесь у нас мелко вроде было. Ладно, пробуем. Ага. Лед до дна. Была поклевка, вон, кто-то клюет. Но это или гальян речной, или я не знаю кто, но очень-очень маленький кто-то. Кто-то очень маленький. Вон сейчас. Поклевку, друзья, я уже увидел. Не знаю, видно, не видно. На улице начало темнеть. Но еле-еле кто-то тюк-тюк-тюк-тюк. Мелочевка какая-то.
Ну, поклевку увидели уже хорошо. Значит, река живая. Скорее всего, это голянчик. Завтра утром увидим. Все. Показала себя уже хорошо. Ну вот на сегодня и все. Начало темнеть. На реке я побывал. 2 поклевки увидал. Все. Ничего я не поймал. Так что утро вечером мудренее. Пошли в избу. Приготовим праздничный ужин в честь заезда на лесную речку. И это дело отметим как надо, как полагается. А завтра с утра пораньше будем думать, что и как, что и где. Все. Сейчас набираем чайник воды и встречаемся в избе. Так, ну вот, наконец-то сели ужинать. Наконец-то мы в избе. Сегодня у нас на ужин ничего хитрого. Взял продуктов достаточно. Взял в банках борща домашнего с мясом. Взял утка. Две утки, приготовленные в мультиварке, готовые, только подогреть и все. Есть тушенка мясная, есть гречка, есть много чего. Но вот я сегодня вот решил поужинать рыбные консервы. Обалденный запах консервы сьязя. И вот брал сегодня обед на день. День пролетел незаметно, а обед надо доедать, потому что в этот термос завтра я опять положу или борщ, или гречку с мясом. Так что надо освобождать и будем кушать гречку с мясом. Так, закладывали мы часиков, наверное, 6 утра, в седьмом, полседьмого где-то. Сейчас у нас 7 часов, 13 часов, в общем. Но не горячая, но теплее, чем комнатная температура. Нормально. Правда, на улице не так-то и холодно. Повесил электронный градусник, показывает минус 6,2 на улице, 33 градуса в избе. Я не знаю, куда делся мой, заказал на Озоне новый. 3-й электронный градусник уже покупаю. Куда теряются, хрен его знает. Так, давайте сначала, наверное, по маленькой. Вот принес стопку на всякий случай, потому что не знал, до последнего не знал, где я буду сегодня ночевать. Где я сегодня, куда я поеду, до последнего не знал. Так, а вам? Прошлый год мы оставляли здесь вот стопарики. Вот они, все. В целости, сохранности. Пакетики, 3 стопочки. Так. Будем сильно не... По половинке, наверное, да? Раз. Помарусин поясок. Вот так вот. Вот так. Как я долго ждал этого. Как я долго ждал. Давай маханем, потом немножко поговорим. Рыбалки у нас сегодня не получилось. Я знаю, многие будут опять говорить, вот опять болтает туда-сюда, где рыбалка. Что скажу вам сразу, можете, кому не интересно, можете выключать.
Рыбалки сегодня точно не будет уже, потому что мы уже ужинаем. Сегодня день заезда. До реки добрались, и то хорошо. Давай маханем, потом поговорим. Давай, будьте здоровы. Консерву пробуйте, обалденно вкусно. И гречневая каша с мясом. Так, еда едой. Покушать я всегда успею. Так, что я хотел сегодня вам сказать. В первую очередь, это, в общем, смотрите сами. Зашел, сначала сразу не заметил, но потом смотрю, вот так вот оно висело. Думаю, о, кто-то конфеты, печенье оставил. Потом пригляделся, что-то, когда на стол газетки менял, что-то написано. Пригляделся, Коми Рыбак. Думаю, значит, мне написано. Открыл пакет. В общем, вон. Открыл пакет. Конфетка какая-то растаяла уже. Вот здесь, короче, печенье, конфеты и пачка семечек с солью джин. Читаем. Коми Рыбак. Гена. Привет тебе от парней, которые смотрят видео. Восклицательный знак. Спасибо за дрова. Но, пунктирная линия, пишу дальше. Мы хотели заготовить, у нас нет пилы. Ну кто же без пилы-то в лес ходит? Срубили сушину, принесли. Если что, распили, пожалуйста. Оставляем тебе гостиниц. Вот, оставили гостиниц, конфеты. Печенье и семечки. Ни хвоста, ни чешуи. 10 марта 2023 года. Это что же у нас получается? После 10-го... Последний раз мы, значит, приезжали сюда раньше, чем 10 марта. Сейчас я уже точно не помню. Домой приеду, гляну, посмотрю, когда мы с этой избы выезжали. И запишу. Ну, оставлю ссылку ролика, когда подсказку вот здесь, вот в левом верхнем углу будет подсказка, как мы отсюда уезжали последний раз в прошлом году. Вот. Это кто-то приходил 10 марта. Оставили вот такую записку. И я вот как бы давно собирался уже. И сегодня, чем вот так вот писать на кусочках газет, все туда-сюда, принес тетрадку и ручку. Сам сегодня тоже напишу, что я сегодня здесь был, приехал, какого числа. И оставляю прямо вот здесь, где-то так вот оставлю. Я так думаю, кто посетители этой избушки будут приходить сюда, читать, будет интересно смотреть, какой день, какой год, какая погода была. Также будут оставлять свои записи, кто здесь был, чем занимались и все такое. Не знаю, надеюсь, никто эту тетрадку в печку не выкинет. Печку растапливать есть береста, но выкинут, значит выкинут, что теперь. По крайней мере, тетрадку я принес. Вот. Сейчас давайте посмотрим,
какую, друзья, которые смотрят мои видео, оставили сушину. Сейчас выйдем на улицу. Камеру со штативом трогать не будем, потому что она все... Сейчас вот экшн камеру заснимем. Какую нам оставили сушину? Вот, скорее всего, я так понимаю, вот эта сушина, которая здесь была, вот она, метра 4, наверное, около 4 метров, 4,5, наверное, 5, нет, 5 нет. Вот такая сушина, пихта, срубили, принесли, а распилить было нечем. Ничего, я пилу привез, вот она моя пила, и завтра мы сушнячок этот распилим. Также я откопал прошлогодние березовые чурки, что мы пилили, привозили сюда. Начали уже гнить под открытым местом, вот здесь вот складывали. И в первую очередь я буду топить вот эти чурки. Все, на сегодня я расколол, дрова занес, есть дрова на ночь, есть дрова на растопку, так что готовы. Готовы к ночевке. Вот. Такие вот. Привет и вам. Привет от парней. Привет парням, которые были 10 какого марта вы были? 10 марта 2023 года. Оставляем пока ваш подарок здесь. Потому что мы с собой привезли и хлеба, и печенюшек, и много-много всего. Если все закончится когда-нибудь, мы откроем ваш подарок. А пока есть свое, я так думаю, оно не закончится. Будем кушать свое. Вот. Если останется, оставим. Как, в принципе, принято делать во всех избушках. Берешь еду и выпивку с запасом, что остается, оставляешь в избушке. Вот. Так, ну а тем временем у нас уже тут все согрело. Так думаю, между первой и второй небольшой промежуток. И сегодня, если мы уже приехали сюда, и есть у нас время поговорить, и так как я один, вернее не один, а с вами, то зачитаю все комментарии, которые... Вечер приветов, скажем так, будет у нас сегодня. Потому что с последней рыбалки, что у нас была рыбалка на жерлице, ловили мы щук в избе, прилетали комментарии с просьбой передать приветы. Много собралось уже, а времени не было. В санатории, то, что я был, сначала была такая мысль поснимать, как я отдыхаю, как лечусь туда-сюда, но что-то не пошло. Даже начинал. Давайте буквально пару кадров покажу озеро, возле которого стоит санаторий Лесное озеро. Действительно, озеро большое, там рыба есть, рыбу ловят. Если я еще когда-нибудь попаду туда, то я уже поеду туда со снастями, и мы попробуем порыбачить в Челябинской области. А теперь давайте, пока я тут сейчас махану, вы посмотрите. 3-4 минуты. Озеро в Челябинской области. Озеро Уильды, где я провел, на берегу которого я провел 3 недели. 3 недели отдыхал, лечился. Так, короткое включение. Озеро Уильды, Челябинская область. Смотрим. Друзья, всем большой привет. Сегодняшний репортаж мы ведем не с нашей любимой республики Коми, а с далекой Челябинской области. В общем, приехал я вчера сюда, в санаторий, на лечение, на 3 недельки. Вчера был день заезда.
Заехали мы в обед, успели пообедать, записаться, сходить к врачу, назначить процедуры, поужинать. В принципе, пока все нравится. Питание прекрасное. Трехразовое питание. Кормят вкусно, кормят сытно. Сегодня уже у нас были первые процедуры. Это была у нас грязевые ванны. Облили меня полностью грязью, положили на кушетку. Теплая, горячая грязь. Эту процедуру сделали мне впервые. В принципе, тоже все понравилось. Сейчас вот буквально минут 5 назад вышел. Ощущение такое, как будто я только что после баньки. На улице у нас погодка где-то около 25 градусов мороза, ветра нет. И самое прекрасное, вот сейчас откроется вашему взору. Санаторий находится на берегу вот такого прекрасного, огромного озера. Озеро называется Увильды. В общем, почитал в интернете, рыба здесь есть. Ну, не только интернет, вот как мы видим, уже здесь вот стоит будка рядом с берегом. Натоптанная тропа. Вот мост. Наше расположение здесь на острове. Народ рыбачит. Вот будка целая. То есть не палатка, просто целые строения стоят на льду этого озера. В общем, хоть я приехал, можно так сказать, с такого места, где нас рыбалка не удивить. Но если честно, хочется взять в руки ледобур, жерлицы, удочку, блеснилку и попробовать порыбачить. Здесь обитает всякая рыба, хищная щука, налим и также и мирная рыба. Это сигрипус. Ну и много такой рыбы, которой у нас нет в нашей республике Коми. Сегодня после процедур я сейчас долго морозиться не буду. Но потом, я так думаю, если будет возможность, пройдусь по тропинкам и, так сказать, посмотрим, чем занимаются рыбаки в Челябинской области. Вот дальше там мы видим огромное количество палаток. Там, говорят, ловится репус где-то около 15-20 палаток, наверное. И так вот вплоть до горизонта практически это не озеро, это уже целое море. Есть островки, конечно. Вот небольшой островок, там небольшие островки. И вот огроменный здоровый остров, где мы, в принципе, и живем. Вот немножко на льде вижу. Так что вот в таких вот ботиночках много здесь не походишь. Так, завтра, послезавтра у нас рождественские праздники. Процедур нет до 9 числа. Так что будем просто отдыхать и наслаждаться вот такой вот природой Челябинского края. Вон снегоход скинуло, как мы видим, на озере наледь. На этом льду озера наступило впервые. Но если меня как-нибудь еще судьба принесет в этот санаторий, а мне кажется, эта поездка у нас не первая, то есть первая, но не последняя, то я обязательно возьму с собой зимние снасти, и мы обязательно попробуем половить здесь рыбу. Многие пишут, что ты дома не нарыбачился. Дома это хорошо, но в гостях тоже стоит попробовать. Как-то вот так. Все, лечение, конечно, подробно описывать я не буду, что и как. Видеосъемка с мест лечения тоже, я так думаю, мало кого заинтересует. Ну, может, кому-то будет, конечно, интересно, но так как там мужчины ходят голышом, снимать это как минимум было бы неприлично. Вот. Ну, а так, коротко, конечно, я расскажу и покажу, чем мы занимаемся. Все будет позже. Как-то вот так. Рыбалка рыбалкой. Ну, отдохнуть и подлечиться тоже никогда не мешает. Как-то вот так. Так, ну вот мы с Айнуром идем на работу. Просто так деньги нам никто платить не будет без работы, да? Да. Наша работа сегодня заключается уничтожить все то, что нам дадут в столовой.
То бишь первое, второе, третье, четвертое, пятое. Все блюда должны быть уничтожены. Погодка шепчет. Рыбаки на льду. Палатки стоят. А мы тут все работаем и работаем. Вот такая у нас сложная работа. Кто не работает, тот ест. Как-то вот так. Так, ну что, посмотрели? Я тут, пока вы смотрели озеро Улиды, навернул почти полностью уже весь термос. И, в принципе, уже наелся. Обалденно. Нет, еще ложки 3-4 осталось. Ну, доем. Потому что завтра утром я сюда уже положу горяченькое вместо обеда. Кстати, очень удобно вот. Как раз одному даже немножко много. Один даже если полный термос даже не доешь. А для двоих вот так вот перекусить, скажем, на рыбалке, милое дело. Обалденная штука вот. От Арктики тоже. Так, что я хотел? Я хотел зачитать комментарии. Пару комментариев прочту. Ну, пару-тройку. Поехали. Хотел... Месяца 2 уже прошло, как я собираюсь. Но лучше поздно, чем никогда.